И я Сереже говорю: слушай, какой идиотизм. Я волнуюсь, Сережа волнуется, зная, что у нас маленький такой зальчик, и что к нам пришло 45 человек. А мы рассчитывали на 20, а пришло 45, и мы такие счастливые, такие: о, 45 человек! Я говорю: ты понимаешь, в разной ситуации. То есть мы каждый день работали в театре, где приходило 400 зрителей. И я волнуюсь здесь, выходя на 45 человек, не меньше, чем я выходила на премьеры из именитых режиссеров с какими-то артистами значимыми. Привет! Один человек в зале. Привет! Привет! О, 2 человека в зале. Привет! Привет! Как ваши дела? Как поживаете? Герцог был ошеломлен. Он никогда в жизни не видел ни жирафы, ни пеликана, ни мартышки. Чудесно, вероятно. Но кто вы? Зачем вы сюда пришли? Добро пожаловать в мою жизнь. Располагайся и будь как дома. Ты о себе мне все расскажи. И наплевать, что мы едва знакомы. Добро пожаловать в мою жизнь. Оденься потеплее, тут прохладно, у нас получится. Ты только держись. Чем дальше, тем сложнее. Ну и ладно. Я просто очень не люблю, когда вешают такие штуки, знаете, как, типа, я уехала из страны, из Беларуси. Я не уезжала из Беларуси, я уехала от идиотов людей, которые сделали так, что я там не смогла остаться. Правильно? А ведь это же не какая-то страна, Беларусь. Это конкретные люди, которые стоят, которые придумывают конкретные законы или не придумывают конкретные законы, которые помогли бы моему ребенку. Что мне делать? То, что мне предложили, родить здорового. И я подумала такая: ну если он не нужен, ну а мы-то одно целое, значит я не нужна. Ну и ладно, я уеду. Как улитка замок свой я беру всегда с собой. Ну, переехали из-за сына. У нас родился Степка, наш сын с Сережкой, 3,5 года. И я даже хотела сказать, поставили диагноз, но это не поставили, это мы уже зубами его вырвали. Диагноз, потому что в нашей великолепной стране Беларуси тогда и диагнозы и не ставились. Я говорю про аутизм. Мы стали видеть, что с нашим ребенком что-то не то. На протяжении года нам говорили: успокойтесь, маму, пейте валерьянки, а ему накапайте там что-нибудь тоже. И, естественно, через год все только усугубилось, все стало только хуже. За что я ужасно просто злюсь до сих пор, потому что мы, родители особенных детей, знаем, что за год можно делать с ребенком чудеса. Доброе утро, страна. Добрый день! Меня зовут Стёпа, и сегодня мы едем на Кинерет. На Кинерет. Шарик. Ва-ва-ва! Мы отправляемся на Кинерет. Мы не пошли в школу. Мы отменили все работы. Мы дезертиры. Да. Да. До новых встреч. Мы ходили по бабкам, мы покупали свечки, и женщины какие-то там говорили, что у Степы черное нутро, и что-то там шептали в него. Короче, мы отдали почти все, что уже у нас было. Я помню очень хорошо, что у нас в загашнике лежало $600. Я вбила просто в поисковик аутизм, решение т.д. Я прочитала о том, что вот в Израиле есть люди, которые работают на русском с такими детьми. Итак, приветствуем папу. Привет, папа. Что вы сейчас делаете? Я Да. готовлю плов. Да. Пытаюсь, но мне мешают всяческие репортеры. И вот мама читает книжку. Привет, мам. Расскажите, что вы делаете? Привет, я читаю книжку Как называется? «Маленькая баба Яга». И сейчас мы на Кинерете. Мы уже были на грани развода, и я сказала Сереже: послушай, мы едем в Израиль. Он говорит: за какие шиши? Я говорю: а мне все равно, за какие шиши. Потом оказалось, что это стоит бешено абсолютно денег, там, по-моему, $12. И мы просто стали одалживать деньги у всех. У знакомых, незнакомых. Я просто писала всем поклонникам, вот кто мне когда-то писал: Анна, спасибо, я был на вашем концерте. Я просто писала: одолжите денег. Я понимала, что это маразм, понимала, что это просто смотрится очень странно. Когда они спрашивали: когда ты отдашь, я им говорила: я не знаю. Ну, я говорила честно, потому что о чем я отдаю? У меня была зарплата $200, и у Сережи $200.
Очень любим этот парк. Мы еще, когда Степу привозили на интенсивы, просто еще когда он маленький был, я офигел от того, как папы, именно папы, гуляют со своими детьми. Ну, играют. А Сереж такой, ты что-то это какие-то, это, не знаю, это какой-то день, ну, что-то, компания какая-то, что-то не так. И он все какой-то подвох искал, а сам стал таким же папой. Давайте Дана прошу. Привет, солнышко! Привет! Сестра, как дела? Классно! Смотри, Аня! Привет! Здорово, человек! Смотри, мы с капустой пришли. Привет! Войнушки! Где? Мы сейчас идем на площадку, будем ненадолго заходить на площадку, где все сделано для детей с особенностями. Есть сенсорные тарелки, какие-то штуки, где дети разгружаются. Все для людей, для любых людей. Нет такого, что тебе подходит, а тебе не подходит. Мы, с одной стороны, мамы, родители хотят, чтобы ребенок гулял, играл. С другой стороны, почему-то одеваем его очень нарядно, но чтобы тоже все сказали, какой он классный у тебя одет. Соответственно, мы выходим на площадку, как на какой-то подиум. Если вы обратите внимание, то дети здесь ходят как свинотины малые. Они в основном босиком, в каких-нибудь чем-нибудь непонятно чем, то ли это пижама, то ли это штаны, то ли что это вообще такое. Это именно потому, что ребенок должен быть в удобной одежде, и чтобы мама не парилась, там, что она порвется или станет грязной, или еще. Кайф, да? Ну разве вот у нас есть такое, скажи? Получается, ведь хочется рассказать людям о хорошем, хочется показать, не похвастаться, сказать, а мы тут вот как живем, а вы там как живете. А как будто показать, чтобы это, может, увидел какой-то дядя все-таки наконец, чтобы же какого-то дядя что-то там, какой-то звоночек зазвенел, чтобы он такой, о, а давайте сделаем хорошую площадку, а давайте поймем, что по траве можно ходить. Поэтому мне кажется, что это не так сложно подумать обо всех. Просто подумать обо всех. В общем, мы поехали сюда, увидели все. Я разрыдалась и сказала, что я отсюда уходить не хочу, потому что я не знаю, как мне теперь вернуться туда. Ну, во-первых, конечно, я увидела, что такое занятие с ребенком с аутизмом. Я поняла, как это делать. Тут, опять же, очень большой плюс Купаловского театра, потому что, когда ты актер, ты уже можешь одеть на себя любую масочку. И мне это очень помогло со Степой в работе, и с другими детками. Потом, впоследствии, я работала много с детьми. Я рыдала от обиды, что почему мы живем в стране, где этого нет. Дело в том, что я увидела площадки с сенсорными штуковинами. Я увидела прежде всего отношение общества. Прежде всего 80% истерики, ужаса и разводов родителей в ситуации, когда у тебя особенный ребенок, это не его особенность, я вам клянусь. Это общество, благодаря которому ты не можешь выйти с ним просто погулять. Ведь не только ему нужно гулять, тебе тоже нужно дышать. Ты человек. Мне снилось сегодня, что ты потерялся в огромной толпе и не смог докричаться до меня через сон. Проснулась в ознобе, дала себе слово, я больше не буду верить плохому ничему. Никогда. Не бойся, мой мальчик, есть время и силы, и море, и небо всегда будут синими. Я научу тебя видеть красивое. Начинаю в самолете раскручивать моток моих семейных тайн. И я говорю, Сережа, может быть, у тебя есть кто-то... Ну, у тебя же вот все такие, вот кто-то же должен быть у тебя еврей. Он говорит, да нет, у меня все белорусы. Я говорю, блин, он говорит, у тебя. И опять начинаю откручивать свои детские воспоминания и вспоминаю, что мой дедушка Юра был Иосифович. Думаю, это же вообще родство дальнее. И вспоминаю, у меня прям такое письмо перед глазами, знаешь, такое ты. Там было написано Е-И. Я говорю, если он Ю, почему он Е? И я поняла, что корни есть. А в итоге наняли архивариуса, который в Калининграде нашел нам все документы. И, конечно, мой дедушка чистейший Ефим Осипович. Привет, Степ. Почему у тебя в руках нож? Это потому, что я делаю фигурки из дерева. Ясно. А где ты находишься сейчас? Мы находимся сейчас в лесу. Хотели собрать грибы, но не смогли. Но нашли кое-какие грибы. А что за праздник такой сегодня? Сегодня праздник
семьи. День семьи? Да, А в день семьи, а почему ты не в школе, Стёп? потому что меня забрали пораньше. Сюрприз такой сделали. И мы достаточно долго ждали, 2 года. Через 2 года нам сказали «да». В тот момент, когда мы как раз меньше всего этого ожидали, потому что когда ты ждешь 2 года, тебе кажется, ну, понятно, что уже нет. И как бы свыклись с мыслью, что мы никуда не собираемся. И когда ты свыкаешься, боженька такой «та-дам!». Вот буквально мы купили машину, я помню, 2 недели мы покатались на ней. И Анька говорит, звонили из посольства, короче, поздравили, мы можем ездить в Израиль. Я расстроился, мне на спектакль надо было выходить. И я, как так вообще, почему? И вот мы были такие, у нас были обои, у нас был ламинат в одной комнате, у меня был новый шкафчик Икея. Ну, короче, понимаете, это вот такие вот какие-то крючочки, которые почему-то, как оказывается, тебя дико держат. Рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Стёпа, с днем рождения тебя. Загадывай желание! Если ты не отключаешь мозг и не пытаешься просто сказать, все, я в Израиле, все, что было, то было, а мы так не смогли сделать. Мы все время говорили, а вот у нас, а вот у нас, а вот у нас, и поэтому нам было дико тяжело. Степа еще тогда не пошел в школу, а если даже пошел, то у него была очень плохая адаптация. Он сделал несколько шагов назад, а мы же хотели, чтобы сразу все было хорошо, и у него пошла агрессия, и он бил деток, и себя, и кричал, и хотел в Минск. И я плакала и говорила, что же я наделала, это я во всем виновата, я заставила сюда приехать. Потом встретила одну очень классную маму, которая говорит, слушай, а ты вообще кто? Я говорю, ну я актриса, но это же никому здесь не надо. Он говорит, ты что, открывать студию, да мы все своих детей к тебе поведем. Ну, короче, мы сняли эту студию, и в первый месяц я вышла в плюс. И это было просто вау. Потом я ее открыла, и через 2 месяца я ее закрыла, потому что начались химии. Я все решила, уплыву на корабле. Не провожай и не желай удачи мне. Я знаю верный путь и стану у штурвала я сама. Все будет как должно, забудете легко, но мне пора. Мне поставили диагноз рак груди, и я решила, что ну вот и все, всем мечтам опять конец и крах. И все проблемы, которые нам казались полгода назад ужасными с переездом, они даже стали не мизерны, ты просто так смотришь и думаешь, какая же я дура. Я слегла и, в принципе, не могла работать вообще какое-то время. И Серега стал для меня из просто Сережи, моего любимого, смешного, злого, разного всякого, он стал горой. Таким гигантским каким-то Сережей, который пошел на ночные работы, который водил Степу на все кружки, умудрялся на них зарабатывать, который сидел, водил меня в туалет, мыл меня, возил на химии. Ну, в общем, все счастье познал. Вот, и я смотрела на него и думала, Господи, зачем это тебе? Я себя так как солдат настроил такой, и я не обращал внимания на какие-то вещи, на которые сейчас я посмотрел, мне бы страшно стало, например. А тогда я этого не замечал, то есть у меня включился такой режим какой-то, такой, обороны какой-то такой, не знаю. Было тяжело, Степе было очень тяжело, потому что я даю ему, стараюсь дать ему очень много внимания. И тут его просто не стало. И все время, когда мне плохо, я только слышала, что Сережа говорит, мама спит, не трогай маму, не лезь к маме. И он, мама спит, мама опять спит. Я помню, как я лежала на кровати и уходила в какое-то состояние, когда я не могла ничего сказать. А мимо шел Степка по коридорчику в свою комнату. И его просили меня не беспокоить, когда мне было плохо. И я не хотела его пугать. А я понимала, что я сейчас вот умру. И я вот смотрела на него, как он проходит, и думала, даже вот умру, и даже не попрощалась. И такая, и фиг с ним. То есть мне было настолько плохо, что мне было все равно. Сейчас это страшно вспоминать. Не верь тем, кто зол, они просто обижены. Поле цветущее может стать выжженным. Выживем, сил не хватает, только улыбка спасает. Ощущение того, что я жива, оно, конечно,
идет вот, с весны. Да, я пополнела очень сильно, там, я пью много гормонов, и, как бы, к сожалению, я с этим ничего поделать не могу. Но, опять же, раньше, как бы я переживала по этому поводу. Сейчас я такая, неприятненько, конечно, хочется быть худенькой, да. Но я же понимаю, что я ничего с этим поделать не могу. Окей, слушай, хитрик, ты жива, блин, ты не просто жива, ты лежишь, ты жива, ты функционируешь, ты живешь, ты радуешься, ты можешь дурачиться, ты можешь щекотаться, целоваться. Блин, какой это кайф. Посмотришь в глаза нежнее нежного. Сегодня мой день, и моя история напишет картину новыми песнями. Вниз немножко резко. Это я! Как это? А ты так? Офигеть! Добро пожаловать в мою жизнь. Располагайся и будь как дома. Ты о себе мне все расскажи. И наплевать в том, что мы два знакомы. Добро пожаловать в мою жизнь. Оденься потеплее. Сейчас мы снимаем старый дом. Нам он очень нравится, потому что мы можем здесь жить и при этом делать и студию. Я могу, не выходя, сидеть, лепить какую-нибудь все штуку папье-маше или, не знаю, резать что-то. Тут же может прийти Стёпка, мы с ним можем выйти во двор, вместе поиграть. Привет, Аня. Может, расскажешь, как вырастают цветы? Может, песня поможет. Давай попробуем. Споешь? Угу. Пам-пам-пам-пам. Вырастайте цветы, мои любимые. Я хочу вам понести, покушать зерно. Я полью вас водой. Пум-пум. Вот как вырастают цветы, значит. Самое мое дорогое, самое мое любимое, самое необходимое находится здесь. Всякие бумажки, всякие картонки. В этой коробочке у меня шнурочки какие-то, резиночки, мои прекрасные тряпочки, иголочки, ниточки. Вот, например, у мальчика Билли в спектакле «Жирафа Билли и я» он сделан из картона, но кармашек у него сделан из тряпочки. Этого никто не знает, кроме меня, но мне от этого очень хорошо. А что ты делаешь? Солнышко. Интересно. Красивое солнце. А как? Да, покажи. Красивая. Как будто леди. Такая вот. Нравится. Пойдемте я покажу, где хранятся у меня всевозможные коробки с мусорных баков. Проходим мимо студии звукозаписи в шкафу. Какая тут студия? Это наша спальня. Добро пожаловать в студию в шкафу. Звукорежиссер делает последнее приготовление. И мы приступаем к записи песни. Мама, я соскучилась, мама. Я запуталась, мама. Жизнь какая-то драма, бесконечная драма, мама. И открываем вид на чудесный балкон, который был бы балконом, если бы не мы. Тут, короче, весь оставшийся хлам. Сережа говорит, что он даже не понимает, а я знаю, где все лежит. Значит, каждая вот такая папочка отводится для нового спектакля. Вот тут, например, один из самых моих любимых спектаклей про хамелеона. Вот здесь вот есть дивная женщина Анжела, которая работает. Вот и говорит, бегали, пляшки, проходим, покупаем. А вообще, я всю жизнь думала, что я не умею рисовать. И, возможно, многие из вас скажут, правильно думала. Но мне все равно, что вы скажете, потому что мне теперь нравится рисовать. И всех моих уродиков рисую я, и они мне очень дороги. И самое классное, что они нравятся детям. А значит, уважаемые педагоги, которые говорили, что я не умею рисовать, вы не правы. Детям нравится, и мне нравится. Да как мы справлялись? У нас отмена за отменой была. Это какой-то ужас из-за этого Сегера, честно говоря, конечно, невозможно. Я все понимаю для чего, но иногда это попахивает немножечко маразмом. Ну, о логике мы не будем. Вот. Онлайн у нас есть же наш Дом Черной Совы, это YouTube-канал. Всем привет! Вы на канале Дом Черной Совы, и с вами, как всегда, Аня Хитрик. Ага, проухала мудрая птица-сова. 2 года назад в нашей семье появился пес.
Пес-босс, мокрый нос, которого мы назвали Шарик. Вот представляете себе, жил-был никому не нужный маленький щенок, а у нас он стал всеми любимый, почитаемый, уважаемый пес Шар. Я не люблю онлайн-спектакли. Понимаешь, есть кино, а есть театр. Театр, он должен быть вживую, он должен быть при зрителе. Но я не буду продавать онлайн-спектакли, но я надеюсь, что не дойдет до этого. Живи, как умеешь, не важно, что скажут, ты верь, во что веришь. И знаешь, однажды придет. И это концерт, наш самый первый квартирник после пандемии. И не просто наш первый квартирник, а первый квартирник с пианистом. Очень крутым. Сережей Сусидом. Да. Аня слышала обо мне что-то, я слышал что-то об Ане. И тут, когда Аня ко мне обратилась и прислала свой материал, то я прям был изумлен, поражен. Жертвы жизни по правилам, знаете, больше не с вами мы прости. Разум отправили в гости и под кроватях оставьте. Ваши нотации, знаете, мы вне гравитации, хватит нас уверять в том, что люди не могут летать. Протестное движение в смысле, что я что-то такое аховое делала, я не делала. Что я хотела что-то изменить, конечно. Что вместе со всеми мы кричали «Живи Беларусь», естественно. Что я ходила не на все митинги, но на какие-то «да». Что мне было страшно, как и всем «да». Я была на встрече с Лукашенкой «да». Я получала президентскую там какое-то «да». И мне совершенно не стыдно. Недавно мне там намекнули на то, что там была там это «да». Меня послали от нашего театра на встречу с господином Александром Григорьевичем Прекрасным. И я пошла на эту встречу. Когда я сказала, что я не хочу идти на эту встречу, меня вызвали к директору и сказали, что в театре будут проблемы. У меня был маленький 6-месячный, там, скольки-то месячный ребенок. И я пыталась им прикрыться и сказать: ой, вы знаете, я кормящая мать, я тут, можно, я не пойду. Мне сказали: нет, вы пойдете. Лёс, як новогодняя поштовка, што сястры на волю піша брат. Краты, гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Лёс, як новогодняя поштовка. Я мечтала когда-нибудь сделать книгу для детей, чтобы она у меня стояла на полочке, вот стояла, общество стоит у меня на полочке, а потом у меня будут внуки, и я буду такая читать. Ну и все. Вот мечтала я и все, но я не садилась, не старалась. А тут, значит, благодаря, опять же, гормончикам я перестала спать, а потом еще в Беларуси пошли вот эти все прекрасные новости августовские. Ну и все, я вообще до 6 утра. И все в телефоне, все в рыданиях и на нервах. Так, надо чем-то хорошее подумать. Ну и все. И в эту ночь придумала. А потом проснулась, Сережке говорю: Сережка, а я сказку придумала. Он говорит: так иди запиши ее, забудешь же. На окне в Машиной комнате подмигивала огоньками гирлянда из серебряных снежинок. «Мышка, скажи «а», — пропела мама, склонившись над Машей. «А-а-а», — прохрипела в ответ девочка и закашлялась. Маша, которую мама ласково называла мышкой, болела уже 3 дня. Спокойной ночи, мышка. Спокойной ночи, Мусечка, дорогусечка. Опять лежать, опять спать. А я не буду спать. Я тихонько посижу и в окошко погляжу. Стихи получились. Тише! Тише! Не надо кричать! Ты кто еще такой? Главное, что это такая... Наверное, это то, о чем я даже не мечтала. Я даже не знала, что так может быть. Но это счастье такое. Правда, счастье. Я даже недавно Сереже сказала, так задумалась, я говорю: ты знаешь, я раньше все думала, кем станет Степа, там, или вот что его ждет. А я сейчас вообще не задумываюсь об этом. Потому что я знаю, что у него все будет хорошо.
Это такой кайф знать, что у него все будет хорошо. Для меня это удивительно, потому что когда ты едешь, тебе говорят: куда ты едешь? Это страна, где идет война. И ты думаешь, страна, где идет война, это страна людей, которые боятся, по сути, или агрессивных людей, которые, наоборот, преодолевают свой страх. А ты приезжаешь в страну, и тебе говорят: да все хорошо. Ты говоришь: как все хорошо? Тут же столько проблем. Они говорят: слушай, живи, ты живешь? Живи одним днем. Ты не знаешь, что будет завтра, давай жить, давай радоваться. Хлопнула, топнула, погладила шарика, поехали. Ла-л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 а. Пой давай. Ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-лай. Тум-тум-тум-тум. Ла-л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 ай. Ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-лай. Я хочу быть веселым, высоким человеком в желтом пальто, к подбородку подбрасывать ноги, чтоб по жизни шагалось легко. Я хочу быть занудным и плоским, если спросят меня о любви, человеком в серебряной шляпе, жестяным коробочком внутри. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.